Добрый вечер. В эфире программа «Персона Эль». После недолгого перерыва мы снова выходим в эфир. Сегодня у нас в гостях мой хороший друг Теннис Габаев, он же Шамбала. Салам алейкум, Теннис. Алейкум салам. Ты знаешь правила нашей программы. Я задаю тебе вопросы, а ты по мере возможности на них отвечаешь. Ты можешь не отвечать на эти вопросы, это твое право. И давай перед тем, как начать нашу программу, посмотрим о тебе краткое досье. Внимай на экран. Преамбула. Теннис Габаев. Форумное прозвище Шамбала. Под другими никами в виртуальном сообществом замечен не был. Жизнь ведет в основном футбольно-музыкальную или музыкально-футбольную. Все зависит от того, чем занят наш герой. Играет в футбол или пишет песни. Образование. Окончил колледж при Северо-Кавказском государственном институте искусств. Получил также светскую профессию юриста. Ныне является студентом ГИТИС, факультет звукорежиссуры. Достижения. Многократный победитель и лауреат всероссийских и региональных конкурсов, начиная с 1998 года. Но более всего гордится титулом чемпиона КВР 2000 года по футболу. Работа. Сотрудник московского офиса Эльбрусоида. Автор и генератор музыкального креатива фонда. Пишет стихи, музыку, занимается аранжировкой. На его совести несколько десятков песен и музыкальных композиций. Мы смело можем утверждать, что при этом совесть Тенниса на фоне современного северокавказского музыкального олимпа кристально чиста. Исполнение и качество на высочайшем уровне. Лирика. Мы в твердой уверенности, что человек такого таланта, как Теннис Габаев, способен собирать многотысячные залы и стадионы и покорять мировую аудиторию. Резюме. Теннис, ты лучший. Ну и так, приступим к нашим вопросам. Первый вопрос анонимный. Итак, вопрос. С чего начался твой творческий путь, когда Теннис начал петь, и почему ГИТИС? Пожалуйста. Творческий путь начался давным-давно. Наверное, я еще и не ощущал себя как таковым жителем этой планеты, когда я уже начал петь, ну, как мне рассказывают. Там в садике уже, на всяких мероприятиях в школе. Пел, в общем, всегда. А почему ГИТИС? Потому что, не знаю, как-то, наверное, судьба, скорее всего. Я собирался и в другие вузы поступать, много обдумывал и уехать. Хотел за границу когда-то, но ГИТИС. Ну, вот ты в ГИТИС поступил уже во второй раз, да, как получается? Да. Первый раз ты ушел из ГИТИСа. Ты можешь объяснить, почему? Ну, я объяснял много раз, конечно, мне приходилось объяснять и мастеру. Это то, что я, наверное, не совсем попал не на тот курс, не совсем представлял, чем я буду заниматься, когда поступил именно туда. Не знал, что как бы уклон будет на актерское мастерство больше, что я как бы не ощущал себя актером вообще. Хотел петь, я вот как раз уже сказал, хотел уехать до того еще в Италию, заниматься в консерватории, заниматься только вокалом. Но сейчас я не знаю, почему, меня почему-то радует то, что я не уехал, то, что я вокалом не стал заниматься именно профессионально, потому что мне не нравится развитие в человеке одностороннее такое конкретно. Просто хочется да, я понимаю. Всего посмотреть. Ты хотел большего уклона к пению, к вокалу. Да, это конкретная причина, по которой я сначала ушел. В ГИТИСе, как правило, там изучали актерское мастерство. Да. Там в большинстве случаев было актерское мастерство. Да, в большинстве, в основном. Вокала было очень мало. Да, я практически помню, не было. Я сам учился, да, вокала было очень мало в ГИТИСе. Художественный руководитель был Гаркалин. Это известный актер российский. Я знаю, что он очень сильно уговаривал тебя, чтобы ты остался на курсе, но ты все-таки ушел. А сейчас учишься в ГИТИСе на первом курсе, факультет звукорежиссуры. То есть попал туда, куда хотел, в принципе. Изначально я туда и не хотел, и не представлялся. Просто недавно я понял, что мне это интересно, что я хочу это профессионально изучать. Ну, я слышал, там очень удивляются вашим способностям. Ты там учишься с Алимом Апаевым. Ну, наверное, нашим способностям они удивляются не так, как они удивляются тому, что мы этому не обучались, а просто, как говорится, методом научного тыка в программах изучали все это сами. Вот это их и удивлял. Да. Потому что они были ошарашены после того, когда узнали, что вы умеете, оказывается, многое. И то, что, допустим, некоторые азы только-только начинают студенты познавать, вы уже это знаете. Ну да, там много поступило студентов, которые знают теорию вообще. Лучше нас знают физику.
все остальное, но на практике почему-то у них получается совсем не так, как с Алимом у нас. Это здорово. И следующий вопрос от Шева, Белеза и Бездушного кролика. Как тебя встретила Москва? Легко ли было привыкнуть к этому городу? Как сейчас к нему относишься? Теннис, собираешься ли ты оставаться в Москве и развивать карьеру тут? Или все-таки вернешься на Кавказ, чтобы внести в кавказскую эстраду что-то новое? Другими словами, каковы твои планы? Даже не знаю, с чего начать. На Кавказ я собираюсь вернуться, это абсолютно точно. Только я не знаю, какие сроки будут. Когда-нибудь в любом случае вернусь, потому что это мой дом. Я не представляю себя мы все без вернемся, да. Ну а в плане творчества? своих. В плане творчества я пока не собираюсь ехать. Пока собираюсь развиваться, в первую очередь, там. А там уже видно будет конкретно, ну, какие будут итоги моего творчества. Там уже посмотрим. А как ты считаешь, стоит ли возвращаться именно в плане творчества на Кавказ обратно? Стоит ли там, есть ли возможность для самореализации? До недавнего времени я считал, что нет. В принципе, сейчас это обрело немного другую форму с появлением новых телеканалов на Кавказе. С появлением интернета, с развитием интернета уже есть студии, которые там, ну, Кавказ вообще, да, и Дагестан, всех, если брать вместе, очень серьезно шагнули вперед. И, да, и могут конкурировать уже с российской эстрадой, так как российская эстрада вообще, в принципе, сама по себе уровнем не отличается, если брать уже и мировые, как бы. Уровнем того, что уже делается на Кавказе? Нет, сама по себе уровнем развития эстрады, конкретно шоу-бизнеса, она очень отсталая от остальных стран европейских, ну это понятно, наверное. Ну, сейчас немножко слабовато, да, все равно? В России, да, но этот российский как бы минимум уже очень тесно приблизились на Кавказе, по крайней мере, именно по технической части. А пока исполнение люди пробуют, выбирают, сейчас такая стадия. Да вот знаешь, мне почему-то кажется, что перспективы никакой нет возвращаться на родину. Именно в плане творчества. Ну ты как сказал, да, все мы когда-то вернемся домой, это наша родина. Но мне кажется, если есть возможность учиться, то есть и познавать, и работать в Москве, то лучше остаться в Москве. Все думают, что лучше вернуться домой и помочь своему народу, там, то все. Но мне кажется, что своему народу можно помочь и находясь и здесь, в Москве. Конечно. Тебе так не кажется? Не, ну, наверное, отчасти мы этим и занимаемся на работе, в фонде. Да. Поэтому я, наверное, здесь, честно говоря, не хочу загадывать. Я единственное, что знаю, на самом деле, что вернусь, да. Но не хочу загадывать, на самом деле. Потому я знаю, что получится все равно не так, как я загадаю это, как мне якобы сейчас хочется. Понятно. Следующий вопрос. Вопрос от Шайн. На сегодняшний день ты, пожалуй, единственный из наших певцов исполняешь не только национальные песни, но и мировые хиты. Что тебе ближе, кавказская культура или европейская? И почему? Я человек кавказской культуры, которому близка европейская культура. Наверное, так можно сказать. Просто, как я уже сказал, мне хочется быть однобоким вообще. Я по жизни, наверное, так просто как-то сложилось. Мне всегда было интересно, что там у художников, там, что там у химиков. Ну, просто, наверное, в меру своей любознательности, поэтому я стал выходить уже рано, лет в 12-13, мне стала нравиться другая музыка, мне стал вопрос, как они это делают, там, вообще зачем и все остальное, стал увлекаться. Поэтому для меня, нет, я даже не приверженец конкретного стиля в муziке. Мне нравится абсолютно, я могу послушать, если это хорошо сделано, и рэп, и рок, абсолютно любой стиль. А вот как ты относишься вот этой современной кавказской попсе? Ну, вот если честно, вот так взять. Я не могу односторонне относиться, если просто брать техническую сторону, опять же, да, в принципе неплохо. Если брать культурную какую-то сторону, плохо. Потому что, ну, в этих трех словах, наверное, нет какого-то там глубокого смысла, да, и они написаны скорее там для подросткового поколения. Согласись, в большинстве глупость, самая настоящая глупость. Ну и слушать, я, знаешь, иногда задаюсь, как люди слушают это. Ну, дело в том, что они стремятся-то, правильно, к московской эстраде. А в московской эстраде звучит
глупость. на самом Глупость, деле. да, и это тоже не лучше, не стоит слушать, да, но то, что пытаются как-то пародировать, да, на Кавказе, на московскую эстраду, Да, у они... них совершенно получается какая-то страшная вещь. Ну, слушать, в принципе, невозможно. Но почему-то люди слушают и балдеют с этого. Почему ты думаешь, почему это так? Может быть, в необразованности какой-то некой? Тебе не кажется, нет? В необразованности кавказского населения. Нет, необразованность именно в плане музыки. Вот человек, который занимается В музыке, именно этим. Да. Ну, я думаю, что отчасти да. Потому что необразованность, наверное, отсутствие какого-то вкуса, отсутствие примера, по крайней мере. Хотя примером может служить та же Грузия, грузинская музыка, да? Да, очень вообще самобытная, бесподобно, интересная. да. Ну, Азербайджан, у армян. Да. Нам просто, я считаю, что нужно время, и со временем у нас будет своя культура. Хотя не тебе мне рассказывать, насколько у нас те же народы разные между собой. Что чеченская культура, что карачаево-балкарская, что Они адыгская. каждый Они край очень красивый. очень просто. самобытные, красивые. Да. Нам нужно научиться чувствовать свое просто. Нам легче чувствовать, конечно, ритмы простые. Там битовый, да, R&B и все такое, что мы слышим по MTV, по Первому каналу, по всему. Это легче воспринимается для слуха и для простого слушателя, у которого даже, ну, как бы к музыке нет никакого отношения, да. Поэтому это легче слышится и легче воспринимается. Из крайности в крайность. А у нас на Кавказе, да, ну, свадебная музыка, ну, барабан, гармошка, это тоже воспринимается все просто. Но когда начинается уже синтез чего-то с чем-то, сплетение, уже, вот сейчас то, что мы слышим на Кавказе, это уже некий синтез попсы и нашей национальной музыки. Пусть примитивной там и все остальное, но уже первые как бы такие виточки. Я думаю, далее уже найдутся люди, профессионалы, которые будут это делать, уже приближать к чему-нибудь более стоящему, что можно будет послушать и что показать можно будет уже Европе. Понятно.